Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет очень серьезной. Возможно, не всем подойдет, но были просьбы, и я выполняю. Тема звучит так. Что мешает вам стать счастливой? Вот именно в личной жизни. Построить хорошие стабильные отношения, иметь семью, иметь именно достойного партнера, спутника рядом. Если тема интересна, присоединяйтесь, пожалуйста. Сейчас будем смотреть, копаться. И я думаю, до правды мы докопаемся. Настраивайтесь, загадайте на себя. Если у вас есть какие-то специфические вопросы, задайте. Задайте, обратитесь к высшим силам, просто сами себе их задайте. Для себя, вернее, не себе, а для себя. Так, я пока убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тройки. Знаете, хочется сказать, что все неприятности, большая часть, неприятностей у вас от людей или из-за людей. Я бы даже сказала, из-за качества людей, которые вас по жизни окружают. Причем в разные периоды времени. У вас, как и справа тройки, правда, справа у вас гораздо меньше троек, а вот слева гораздо больше троек. Вот она вы, прекрасная дива. Так, и еще один момент, который меня смущает. Но давайте пойдем по порядку, разберемся с людьми. Девчоночки, у вас вот прям конкуренция, я не знаю, с пеленок идет. С пеленок с вами конкурируют. Причем конкурируют женщины, которые там либо старше вас были, либо более статусные женщины. Женщины, у которых там, не знаю, больше возможностей. Вы, например, не замужем, а она там замужем, и муж у нее идеальный, она все равно с вами пытается конкурировать. Вы очень необычный человечек, вот честно, я понимаю, что это общая отсыпка, но вы не зря на нее попали. Очень необычный, очень харизматичный, энергия у вас необычная. Женщины вас, еще раз, с пеленок воспринимают в штыки, вот просто в штыки. Вы никому ничего дурного не делаете, а оно сидит, понимаете, вот из-под-лобья смотрит, хмурится и негатива вам желает. Вот. Вы как лакмус, понимаете? Вы как лакмус. Вот любую женщину с вами поставь, вот святую, возьми, поставь рядом с вами. И будет видно, что не такая уж она святая. Вот честно вам говорю, сразу там все пятна, коррозия, все проступит на ней. У вас душа просто невероятная. Душа ангела. Вот по-другому сказать тут нельзя. Не имею права. Я это вижу. Душа ангела. Ангел, который воплотился в человека и пришел в этот мир. Вы невероятно чувственная. Вы чувствуете чужую боль, чужую беду. Там совершенно незнакомые люди, которые попали в неприятности, просто до слез желание помочь что-то сделать. У кого-то это на людей прям идет, а у кого-то на животных. А у кого-то и так, понимаете? Ангелочек. Вы ангелочек, моя хорошая. Но, как мы знаем, на земле очень мало мест, где ангелы могут быть счастливы. Потому что люди такие, знаете, сволочные. Нет бы брать с вас пример, нет бы учиться у вас быть ангелом. Нет, оно сидит и ненавидит. Вот, такие женщины вас окружают. И окружали, окружают, и будут, к сожалению, и будут окружать. Кстати, у вас кто-то из подруг вот этим очень страдает в вашу сторону. Очень страдает. Даже, знаете как, вот подруги у вас
принципе, более-менее, да, живут там даже, может, лучше, чем вы. Но вот все равно вот она каждый раз сидит, там вас слушает, какая вы оптимистичная, какая вы легкая, веселая, открытая. И думает, тут, ну как же так, да, ну как же так? Тебе тут надо сидеть слезы лить, а ты нет. А ты нет, ты борешься, ты улыбаешься, ты по жизни идешь, да, вот со всеми этими проблемами борешься. А я он от любой проблемы сразу в истерику, да. Вот. И тут даже завидуют. Так, почему вы несчастливая? Ну, вот зависть, постоянно идет зависть. Девочки, я много раз говорила, и я не знаю, буду постоянно говорить. Делайте на себя обереги, делайте защиту обязательно. Это должно быть, должно быть. Ну, как бы вы к этому ни относились, просто попробуйте. Вы увидите, что в жизни произойдут качественные перемены. Чтобы вас не глазили, чтобы вас не портили, чтобы не было этого ужасного негатива. Делайте, делайте, обязательно делайте, пробуйте делать, хотите сами, хотите через мастеров. Не важно как, важно, что нужно это делать. И чистки обязательно делайте. Тоже 1000 раз говорила. Огромное количество чисток, которые можно делать дома самостоятельно, очень легко и быстро. Да? Вот чистка на соли. Ну 3 минуты, всего лишь 3 минуты. Вы же в душ ходите, вот 3 минуты. Солечкой помазались, вот голову, все тело помазали солью. Мажете солью, говорите, матушка, соль, помоги, негатив с меня забери. 3 раза сказали. Тут же водичкой все снимаете и говорите, куда беда, туда, куда, вернее, вода, туда и беда. Видите, я аж даже на эмоциях путаюсь. Так, я много раз говорила, много раз. И я вас просила делать это. Вижу, что не делаете, ленитесь, что ли. Что происходит? Даже если не верите, просто попробуйте. Просто попробуйте сделать эту чистку. Вы себя лучше почувствуете, легче почувствуете. Понимаете? Попробуйте. Так. Вот у кого-то женщина, соперница. Вы то ли мужчину одного делите с ней, то ли делили одного мужчину. Вот кому-то отыграется, что женщина делала. Делала, причем делала, ой, страшные вещи делала. И ну, вот как она несколько раз подряд что-то делала. Прям, знаете, раз делала, потом такая думает, а вдруг не сработает, возьму-ка я еще сделаю. Да, может, даже у разных мастеров делала. У вас вот прям какой-то был момент, вы в большую неприятность могли попасть, по здоровью что-то прям такое критическое, либо какой-то несчастный случай происходил. Вот это был пик, когда на вас делали. Вы вот про этот случай всегда думаете. И вопрос, да, почему, за что, от чего это на вас сделали. И именно вот так это вас ударило. Ну, вы Боженьку поблагодарите, что именно так было, а не хуже. Могло быть гораздо хуже. Потому что идея была от вас избавиться. К сожалению, да, есть такие подлые твари, которые могут на это посягать на чужую жизнь, на чужое здоровье. Вот вам в жизни не повезло, вот с такой вы встретились. Кто-то знает ее, да, вы подозреваете, и все правильно подозреваете. Вот у кого интуиция посильнее, вы уже знаете, о ком я говорю. Вы ее уже давно подозревали, и да, это правильное подозрение. Ну а кто более наивный, девочки, это же не потому, что интуиция слабая, более наивная, да, то вы нет, вы не думали, вы не знаете. И не надо знать, девчоночки, не надо. Просто отпустите эту ситуацию и все. Пожелайте той, кто вам делал, добра. Да? Пусть у тебя все будет хорошо. Поверьте, это лучше, чем любое проклятие работает. Убедитесь. Убедитесь в моих словах. Так. Что интересно, этот негатив, он с вас сходит. Может быть, вы чистились, может быть, снимали с себя. Он с вас сходит, потихонечку сходит. Просто вот видите, как накладка произошла. Накладка. Либо мастер сильный попался, кто на вас делал. Вот. А это все сойдет. Все сойдет, уйдет, даже не переживайте. От негатива вы точно избавитесь. Если вы усилите свои, может быть, какие-то действия в виде там, чисток, оберегов, оно быстрее пройдет. Но я хочу, чтобы вы знали, вы с негативом навсегда не останетесь. Не останетесь. Так, а следующий момент. Это лично ваше. Это лично ваше отношение и ваше настроение. Я вижу, что вы обжигались. Кто-то обжигался не раз и даже не 2. Ну, такое прям, скажем, энное количество раз вы обжигались. У вас-то крылышки немножечко опалены.
болят, до сих пор болят у кого-то крылышки. Ну что скажешь, да? Ну, свинота, свиное стадо, вот так. Вы меня простите за грубость, но я по-другому не могу сказать. Я не могу сказать мужчина. Ну, не подходит этому существу слово мужчина. Не подходит. Вот от слова совсем не подходит. Свинота. Вы слишком закрылись. Вы слишком закрылись. Вы понимаете, ну попалось вам 2 дегенерата, 3 дегенерата. Ну что, все мужики такие? Нет, не все. Есть и хорошие. Вы же поймите такую вещь. Почему к вам вот эти вот свинюхи приходили, поросюхи? Хотя что-то тут животных, они очень умные, кстати. Поросята, они очень умные животные. Я их тут, видите ли, оскорбляю. Простите меня, свинки. Не хотела вас обидеть. Но я даже не знаю, как этому персонажу обращаться. Ну, будем персонажем его называть. Смотрите, почему к вам именно такие приходили? Ну, потому что вы ангел. Вы ангел. Вы ангел, который поймет, простит и приголубит, я не знаю, полечит, спасет, защитит, сохранит. Вот это вы. И вот такие вот персонажи, они же ищут. Они же приспособленцы, они же ищут. Вот найду себе хорошую женщину, и жизнь удалась. Да? Помучаю ее, там, с нее все соки выпью, да, энергию всю попорчу, себе заберу. Ну, а дальше буду искать другую. Вот. Вообще, вот эти мужчины, которые в вашей жизни были, у них были планы на вас глобальные. Они хотели вот именно всю жизнь с вами жить и всю жизнь, как говорится, вами пользоваться. Но вы вот вовремя приходили в себя и отставку им давали, правильно делали. Девочки, вы не перебарщивайте с добротой, не перебарщивайте. И когда вы идете в отношения, не надо всецело отдаваться в эти отношения, не надо. Сейчас вот смотрите, картина маслом. Вы обожженная, перепуганная и закрытая. Ну какой мужик к вам достучится? Какой? Вот скажите. Здесь нужно работать над собой, мои хорошие. Это очень сложно, я это вижу. Я это все прекрасно понимаю, но это возможно. Возможно поработать над собой. Девочки, вот кому-то поможет хороший психолог. Честно. Вот психолог, который поможет снять эти зажимы, шоры, блоки эти снять. Болевой порог вам немножечко проработать. Потому что вам больно, вам до сих пор больно, и вы боитесь, что опять эта боль придет. Надо, обязательно надо. Хотите, найдите себе психолога, идите на прием. Хотите, может быть, на общих каких-то пабликах, там, вот я знаю, там каналы всякие есть, там на Ютубе есть психологи, которые дают помощь людям. Вот, но этим надо заниматься. Конечно, я бы рекомендовала все-таки вот лично обратиться к хорошему психологу, походить, чтобы вам немножечко вот это убрали, либо научили, как с этим бороться. Да, это важно. Что касается моей сферы, ну, испуг можно снять. Можно снять испуг. Но, понимаете, этого недостаточно. Даже если снять испуг, этого недостаточно. Здесь все-таки без психолога хорошего не обойтись. Вот. Если вы видите, кто-то себя называет таролог, психолог, плюньте этому человеку в лицо и бегите подальше. Не бывает тарологов и психологов. Либо ты хреновый таролог, либо ты никчемный психолог. Понимаете, это абсолютно разные вещи, абсолютно разные подходы, техники и прочее. Вот чтобы вы понимали, сразу предупреждаю. Я, кстати, тут на Ютубе тоже вот пару таких видела. Я говорю, таролог и психолог. Как это возможно, Господи? И это просто лузеры и неудачники. С нее ничего путнего не получилось, поэтому он думает, назовусь-ка я так, значит, у людей интерес ко мне будет. Нет, девочки. Наука и тонкий мир – это разные вещи. Соединять, ну что, разве это возможно? А вы можете кушать борщ и холодец вместе, да? Либо борщ и торт. Как оно будет? Ну, вот на минуточку, да, вот такой вам пример. Так что, девчоночки, работайте над собой, занимайтесь. Что мне очень нравится в этой отсыпке? Я не знаю, видите вы, не видите, я думаю, что видите.
Я даже вам тут поближе постараюсь поднести, если камера позволит. Смотрите, это вы, дива, прекрасная дива. Над вами, видите, какая ангела стоит. И второй ангелочек, видите, вам защиту тут делают. И вот мужчина, который на ступеньку ниже, чем вы, на якоре. Видите, вот он якорь, он на якоре сидит и вас вот к себе туда на якорь зовет. Видите? Вот, это ваше будущее, девочки. Вы станете счастливой. Конечно, надо над собой поработать. Конечно, нужно приложить усилия, но вот оно, ваше будущее. Вот. Это даже, знаете, как не в венце показали, а рядом с венцом. То есть это судьбоносное событие, но оно произойдет, вот уже совсем чуть-чуть осталось, да, чтобы оно произошло. Мои милые, я безумно рада тому, что я вам дала подсказки. Я вижу, что кто-то воспользуется моими подсказками и не пожалеет об этом. Но чтобы вы знали, вам по судьбе быть счастливой. Вот с таким прекрасным преданным мужчиной, который себя будет на ступеньку ниже сам сознательно ставить, который даст вам стабильность, который даст вам гармонию и уверенность в завтрашнем дне. И в нем, и в дне, и в обеспеченности, и в любви, и в чем хотите даст вам уверенность. Вот это у вас будет. И будет обязательно. Прислушайтесь к моим рекомендациям. Пожалуйста, это не так сложно сделать. Ну, единственное, что, наверное, с психологом, да, дорого психологи стоят. Ну да, такой вот минус есть. Если бы я была психологом, я бы вас бесплатно принимала. Но не психолог я, не психолог. Вот. Поэтому здесь я не могу вам помочь. Поищите, девчоночки, поищите. Надо заниматься собой. Надо заниматься и надо бороться за себя и за свое счастье, мои хорошие. У вас защита сильная. Вот то, что на вас делали, Господи, спаси и сохрани. Другую бы уже в клочья порвала, а вы живете, держитесь, понимаете, еще какие-то радости от жизни получаете. Вот они, два ангелочка, два, не один, заметьте, два над вами вот защиту делают. Видите, вот один, а вот второй. И они вот такой вот, ну как зонтик, да, ну, либо зонтик, либо как навесик такой над вами держат и вас защищают, потому что вы дива, вы ангел, вот, чтобы вы никогда не забывали. Еще раз говорю, сколько бы вам лет не было, сколько бы вы раз, там, не знаю, замужем не были, может быть, вообще не были, а может быть, уже раз 5 побывали. Ваше счастье, оно вот оно впереди. Ваш мужчина, он существует в пространстве и во времени, существуют девочки. И он обязательно появится в вашей жизни. Обязательно. Но важно себя проработать. Важно избавиться вот от этой всей каки, которая вам мешает. Вот это очень важно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, не игнорьте своего состояния и работайте над собой. Всем спасибо. Всем пока-пока.